Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял нового посла Германии. Туркменистан и Пакистан обсудили продвижение проекта ТАПИ. В Ахалском вилаяте Туркменистана собрано более 11 тысяч тонн бахчевых и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с новым послом Германии в Туркменистане Берндом Хайнце. В ходе встречи было подчеркнуто, что Германия является одним из важных партнеров Туркменистана в Европе. Между странами налажено эффективное сотрудничество во всех сферах, особенно в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной. Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю его дня рождения. Глава Туркменистана выразил твердую уверенность, что совместными усилиями туркмено-узбекские межгосударственные отношения, стратегическое партнерство будут неуклонно развиваться на благо братских народов. Возможности дальнейшего продвижения и реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия обсудили на встрече министры иностранных дел Туркменистана и Пакистана. Было отмечено, что реализация этого масштабного проекта призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию в Азии. В Туркменистане идет сезон сбора дыни и арбузов. В Ахалском вилаяте уже собрано 11 тысяч тонн бахчевых. Дыня – визитная карточка Туркменистана. В мировом бахчеводстве насчитывается более 1600 сортов, около 400 из них туркменские. Собранные за сезон дыни идут на внутренний рынок и на экспорт в страны СНГ, в том числе в Россию. Второй этап 8-го лагеря «Пояс и путь» для подростков и учебный семинар для учителей пройдут в китайском городе Куньмин. Мероприятие, организованное научным фондом Организации экономического сотрудничества, соберет около 300 участников из 38 стран. Туркменистан представит 5 учащихся и 2 учителя из Ашхабада, Аркадага и других регионов страны. Делегаты примут участие в культурных мероприятиях, образовательных семинарах и дискуссиях, направленных на укрепление международных связей и стимулирование интереса к науке и инновациям. 47-летний мэр итальянского городка Вальдоббьядене Лучано Фриганези начал необычную кампанию по улучшению своего здоровья. Каждый четверг он организует групповые пешие прогулки для горожан, стремясь сбросить лишний вес и вернуться в форму. Фриганези поставил цель снизить свой вес со 140 килограммов до 90, показателя, который у него был 10 лет назад, когда он впервые стал мэром. Он признает, что набрал вес из-за сидячего образа жизни, любви к местной кухне и нерегулярного питания, связанного с напряженным рабочим графиком. В Японии 45-летний мужчина добился досрочного выхода на пенсию после 21 года строжайшей экономии. За 2 десятилетия он сумел накопить около 86 тысяч долларов, что позволило ему отказаться от дальнейшей трудовой деятельности. Однако путь к финансовой независимости был нелегким и потребовал значительных жертв. Несмотря на стабильную и хорошо оплачиваемую работу с годовым доходом около 32 тысяч долларов, мужчина кардинально изменил свой образ жизни. Он переехал в корпоративное общежитие, отказался от бытовой техники и покупал только самые дешевые продукты по скидкам. Ошский Алай объявил о подписании контракта с туркменским футболистом Сулейманом Мухадовым. 30-летний нападающий подписал соглашение до конца текущего сезона. Ранее Мухадов выступал в составе Абдышаты. На данный момент Алай занимает 4-е место в киргизской премьер-лиге. В активе команды 26 очков в 15 матчах. Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отметился историческим голом в матче против Испании на футбольном турнире Олимпиады в Париже. Форвард реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время. Несмотря на это, сборная Узбекистана уступила со счетом 1-2. Узбекистан и Испания выступают в группе С вместе с Египтом и Доминиканской республикой. Следующий матч узбекской сборной состоится 27 июля в Нанте против Египта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.